Ну, я бы, конечно, Скотта Фицджералда, «Великий Гэтсби», но из книг русских писателей, конечно, я бы выделил бы, ну, сказал бы, надо читать Бунина, Ивана Алексеевича Бунина, лауреата Нобелевской премии, и Гоголя. Гоголь остается бессмертный, он всегда будет современный, вот как Пушкина стихи, так и Гоголя, особенно для российской души. Но на меня, потому что я в молодости был увлечен западной, американской литературой, больше произвели на меня впечатление вот эти писатели. И, конечно, Джон Стейнбек, который написал книгу «Зима тревоги нашей». Обязательно, я считаю, нужно почитать каждому человеку. И читайте Кафку, и читайте Лескова, и читайте Чехова, великого человеколюба. Читайте. Все, знаете, все чистое, оно достойно нашего внимания. Чистое в литературе, в искусстве, в музыке и в духовной жизни, в религии. Потому что в религии, вы знаете, что может быть называться одним и тем же словом, но то же самое может быть чистым и грязным. Я за чистое во всем. Очень здорово. Михаил Зинович, вы много путешествуете, я знаю. Вот, в последнее время вы были в Белоруссии, на Украине у вас был тур. Во Вьетнаме, в Таиланде. Во Вьетнаме, в Таиланде, да. В Японии. Как вам вообще настроение мира? Что, есть какие-то страны, которые, вот, как мне одна девочка говорит, вот в тех странах, в которых крестят ребенка в детстве, говорит, там другая духовная атмосфера. А в тех, которых, говорит, не крестят или там мусульмане, говорит, там другая. Как у вас вот по ощущениям? Ну, я считаю, самой счастливой страной на сегодняшний день из тех, где я был, это Южная Корея. Почему? Вот как раз их в детстве не крестили многие. Вот. Но сейчас 50%, почти 50%, ну, может быть, меньше немного, корейцев, они отдали свою жизнь Христу. Они стали христианами, но не номинальными христианами, там раз в воскресенье прийти в церковь, а стали жить по стандарту христианскому ежедневному, христианской жизни. Любить ближнего, любить Бога, отдавать ближнему, дарить ближнему, быть с ближним. Здорово. И вы знаете, у них произошло такое экономическое чудо, экономический расцвет, и не только теологи, богословы, но и экономисты говорят, это связано с духовным возрождением. И это духовное возрождение сделало эту страну процветающей. И духовное возрождение сделало, тех людей, которых я видел, она сделала их более счастливыми. То есть я люблю приезжать в Южную Корею, потому что я хожу среди счастливых людей. И не обязательно, чтобы крестили в детстве, потому что сколько же несчастных людей, которых крестили в детстве, сколько несчастных стран, которых крестили в детстве. И это не ограждает, это не ограждает от печали нашего мира. Самое важное, когда в сознательном возрасте человек, понимая умом, разумом и сердцем, что ему нужно в этой жизни, пытается восстановить когда-то утерянную связь с Богом в Эдемском саду, как я вам говорил, и снова заключить союз с Богом, и снова жить на этой грешной, грязной, несправедливой земле не только с людьми, но и с Богом. И это дает ему возможность, то, о чем мы с вами говорили, очищения в Боге, во Творце. Михаил Зинович, какой бы вы желали видеть бы и Россию, и Америку все-таки? Вот как вот вам? Я давно в России писал. Вы недавно были, да? Я в России часто, не только недавно, я в России, в общем-то, и постоянно бываю, когда я и в Америке, или в других странах, потому что я ее ощущаю духовно, вот, через литературу, искусство, религию. Я бы хотел бы, чтобы в будущем, я писал об этом не раз, что я вижу, мое видение в том, что Россия и Америка в будущем будут плыть в одной лодке, будущее у них одно. Почему, я сам не знаю, но оно все равно идет к этому, и так оно будет. И я знаю даже по чисто политическим мотивам, там очень мощный гигант, желтый гигант Китай, который когда-то встанет во весь рост, и это будет совершенно явная угроза для всех стран. А сейчас вот этот глобальный терроризм, который осуществляет количественно, небольшие группы людей, но как они влияют, парализуют страхом многие страны. И тут даже сплачивают.
Ну, то есть все аккумулируют энергию и начинают как бы бороться с Ну терроризмом. вот, к сожалению, сплачивают очень плохо, потому что как раз вот злые силы, они всегда объединяются гораздо легче, чем хорошие силы. Вот смотрите, даже среди ваших друзей, людей, вот когда злые люди хотят вместе что-то сделать, они мгновенно находят общий язык. А добрые, хорошие люди, им трудно договориться для хороших дел. Поэтому доброе дело – это глубоко индивидуальное дело. Но я думаю, что когда наступила угроза для всей цивилизации, я думаю, что все страны, в том числе в первую очередь Россия, Америка, назад отбросят в сторону все вещи, которые мешают им дружить для дела, в смысле практическом. То, что там в России гонят на Америку, такая-сякая, это все только слова. А Америка всегда расположена к России, даже в годы Холодной войны. И поэтому я думаю, что в будущем наши страны будут вместе, потому что без этого не выжить, без этого счастливыми не быть. Да, Михаил Зинович, у вас буквально секундочка, несколько слов. Скажите пожелания телезрителям нашим. О, вы точно как я сказали. Да. Ну вот я хочу в новом качестве пожелать вам, знаете что? Я знаю, нужно и здоровье, и деньги, и любви. Я знаю, что любви и денег никогда не бывает много. Этого всегда не хватает. Я знаю это. Но я желаю в первую очередь вам тишины в сердце. Если будет тишина и мир в сердце, все остальное может прийти, спокойно прийти. Поэтому я желаю вам тишины в сердце. Я желаю вам, чтобы ваша душа и ваш разум, они жили вместе, не отдельно. И чтобы Бог, которого вы знаете или не знаете, чтобы все равно Он благословил вас и ваших близких в этой жизни. И чтобы то счастье, которое никто из нас точно не представляет, чтобы оно коснулось вас, именно вас. С вами была программа «Духовная дипломатия». Ей исполняющий обязанности был Михаил Зинович Маргулиса, нашего любимейшего, вообще ведущего, и богослова, и доктора, вообще замечательно, и друга. Вот, будьте с нами, мира вам, любви, веры и вообще огромного наполнения от Бога в вашей жизни. Храни вас всех Господь.